алейкум, урметли денлиджилер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио Куреш, социально-правовая линия, и я, Асретли Лейла. Сегодняшняя наша тема будет посвящена проблемам пересечения административной границы Крыма, информирования вас, наши дорогие радиослушатели, о ваших правах и что необходимо знать и какие документы необходимо иметь при себе, въезжая на материковую часть Украины и выезжая с материковой части Украины в оккупированный Россией Крым. Гостем нашей студии, который поможет нам разобраться в данной проблеме и ответит на наши вопросы, будет помощник начальника Херсонского пограничного отряда, начальник пресс-службы подполковник Шевцов Иван Владимирович. Здравствуйте, Иван Владимирович, и добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Иван Владимирович, учитывая сложившуюся обстановку, что есть оккупированная территория и есть административная граница с Крымом, которую пересекают люди при въезде и выезде с оккупированной территории на материковую часть Украины, расскажите, пожалуйста, вкратце, что представляет собой административная граница с Крымом и что необходимо знать для ее пересечения? На сегодняшний день административная граница с Крымом – это, в принципе, та же самая административная граница, которая проходила между материковой частью Украины и тогда еще не оккупированным Крымом. На сегодняшний день действует у нас 3 контрольных пункта въезда-выезда, через которые граждане могут пройти пешком или проехать на транспортных средствах. Это контрольный пункт въезда-выезда Чангар, контрольный пункт въезда-выезда Каланчак и Чаплынка. Скажите, пожалуйста. Для этого необходимо, если есть желание более точно узнать, какая законодательственная база для этого существует, это постановление Кабинета министров 367 про утверждение порядка въезда-выезда на оккупированную территорию Украины, также постановление Кабинета министров 57 про утверждение правил пересечения государственной границы, закон Украины про пограничный контроль, закон Украины про статус иностранцев и закон про статус человека без гражданства, особо без громадянства. Лица без гражданства. Скажите, пожалуйста, в прошлые выпуски данной программы мы говорили о получении паспорта гражданина Украины по достижению 16-летнего возраста. И остался открытым вопрос, который интересует наших крымчан. Что нужно знать и какие документы необходимо иметь при пересечении административной границы Крыма для въезда на материковую часть Украины с целью получения паспорта гражданина Украины? Для этого гражданин, который собирается получить паспорт, должен прибыть в контрольный пункт въезда-выезда в сопровождении 2 родителей. Во время пересечения админ-границы родители пишут заявление о том, что они намерены получить паспорт на материковой части Украины. При этом необходимо иметь при себе оригинал свидетельства о рождении. После пересечения админ-границы гражданам необходимо прибыть в Херсон или в Каланчак, или, соответственно, если пересекают контрольный пункт въезда-выезда через Чангар, то они, соответственно, приезжают в Геническ. В миграционной службе подают соответствующие документы для получения паспорта и получают справку о том, что они подали данные документы. С этой справкой они потом могут прибыть обратно в контрольный пункт въезда-выезда, и по отдельному решению их могут по этой справке выпустить. Потом, по истечению, когда необходимо будет получать уже паспорт, опять-таки по этой справке граждане могут заехать, забрать паспорт и уже выехать с территории, с материковой части Украины уже по паспорту гражданина Украины. То есть для пересечения админ-границы с Крымом, для получения паспорта гражданина Украины должно быть присутствие 2 родителей, заявление о том, что они намереваются получить паспорт гражданина Украины, и свидетельство о рождении. Да, заявление они пишут непосредственно на контрольном пункте въезда-выезда. Скажите, получая паспорт гражданина Украины по достижению 16-летнего возраста, будучи 18-летним, и, как известно, получение паспорта в данном случае займет от 1 до 2 месяцев.
Как вы уже говорили, можно, имея справку, пересечь админграницу с Крымом как бы домой. Это тоже касается 18-летних граждан, которые не получили паспорт? В данном случае по поводу 18-летних граждан есть такое маленькое отступление. На территорию Украины он может уже проехать без родителей, самостоятельно, имея свидетельство о рождении. Его впустят на материковую часть. Опять-таки он пишет заявление о том, что намерен получить паспорт гражданина Украины. Вот. Но выпуск обратно в Крым будет осуществляться только рассматривая каждый случай отдельно с разрешения Киева. То есть изучаются полностью все обстоятельства, личность данного человека, и если, в принципе, Киев не против, тогда принимается решение про пропуск. То есть 18-летний гражданин без присутствия родителя, с имеющимся на руках также свидетельством о рождении, пишет заявление и пересекает админграницу с Крымом. Да. Берет справку у миграционной службы, возвращается опять на админграницу с Крымом и может по решению Киева, я правильно понимаю, да, пересечь границу и попасть домой. Да, есть такой вариант. А такая ситуация. Родители родившегося ребенка едут на материковую часть Украины для получения свидетельства о рождении, также имея свидетельство о рождении Российской Федерации. Что необходимо для того, чтобы пересечь границу? Ну, согласно закону Украины про правовой статус временно оккупированного Крыма 1207, все документы, выданные на территории Крыма, у нас считаются нелегитимными, и в принципе пропустить по данному свидетельству мы не можем. Но при этом родители имеют справку с роддома про рождение ребенка. И опять-таки, написав заявление в контрольном пункте въезда-выезда о том, что они хотят получить свидетельство о рождении на материковой части Украины, мы принимаем решение, опять-таки через разрешение Киева, про пропуск данных граждан на территорию Украины. Необходимо, чтобы было и российское свидетельство о рождении, и справка из роддома. Можно, либо имея либо что-то одно из этого проехать? Достаточно справки из роддома, потому что, в принципе, и справка из роддома, и свидетельство о рождении считаются недействительными. Но мы по каждому случаю принимаем решение и, по идее, пропускаем даже по этим справкам. Беря во внимание заявление о том, что будет получено... Обязательно. Заявление родителей о том, что они заезжают на материковую часть для получения свидетельства о рождении гражданина Украины. И загранпаспорта. Правильно? Вы же обратно будете пропускать по загранпаспорту. Обратно, да. Обратно уже будем пропускать по загранпаспорту, и ребенок уже должен будет быть вписан в загранпаспорт. Спасибо. У нас в Херсоне работает представительство Меджлиса в Херсонской области, и, как выяснилось, очень многие люди обращаются с просьбой о разъяснении, почему работники пограничной службы предъявляют претензии о наличии у людей паспорта Российской Федерации. Так как этот факт и так унижает крымчан, и они вынуждены получать его, так для предоставления различных услуг оккупантская власть требует российский паспорт в больнице, в школах, в детсадах, от родителей и так далее. Отношение пограничной службы вообще к этому факту, и имеет ли это значение при пересечении админграницы с Крымом? Пограничная служба на сегодняшний день очень прозрачно, в принципе, смотрит на этот вопрос. Мы не требуем предъявить российский паспорт во время пересечения. Обычно граждане пересекают админграницу при наличии украинского паспорта, но даже если во время проверки личных вещей мы находим паспорт гражданина Российской Федерации, мы с пониманием к этому относимся, понимая, что люди, граждане Украины, вынуждены приходить к таким мерам, получать паспорта Российской Федерации, поэтому, в принципе, мы на них не реагируем, не изымаем и нормально пропускаем дальше через админграницу. Таких случаев, чтобы мы изымали паспорта Российской Федерации, у нас за 2 года пока что не было. Отношение пограничной службы к гражданскому формированию АСКЕР, и оказывает ли данный батальон какую-то помощь вам? Гражданское формирование АСКЕР на сегодняшний день несет службу вместе с пограничниками во всех 3 контрольных пунктах въезда-выезда.
Безусловно, помощь от них есть, особенно когда к ним пересекают админ-границу крымские татары. Если большой наплыв транспортных средств и граждан, аскеровцы также помогают проводить разъяснительную работу. В принципе, вреда от них нету никакого, помощь есть. Спасибо вам большое. Мы напоминаем, данная тема была в рубрике «Социально-правовая линия». Следующие выпуски «Социально-правовой линии» можно услышать в эфире радио Куреш каждую среду в 18:00 и повтор в четверг в 9:00. Если у вас возникли какие-либо вопросы в рамках любых волнующих тем, обращайтесь к нам по телефону +3 8068 86 20 835. Данная программа выходит при поддержке Международного фонда возрождения. И с нами в гостях, мы еще раз напоминаем, был помощник начальника Херсонского пограничного отряда, начальник пресс-службы, подполковник Шевцов Иван Владимирович. Спасибо вам. Спасибо, всего доброго. Всего доброго, дорогие радиослушатели, и оставайтесь.